меня 3 года назад был инсульт в связи с этими событиями, то что да. Сейчас частенько бывают приступы бывают неожиданно. И вот эта медсестра, которая по вузам ходит, которую хотят сократить, она раз в десяток уже вытаскивала меня оттуда, возвращала сюда. Если бы не она, я давно уже загнулся. Столько отчетности. Дальше у них нет ни транспорта, ни горячего не выделяют. Это все. Они привлекают свои машины, свой бензин, своих мужей. А учитывая минимальную зарплату 8 тысяч, вот на бензин за что, да, это уже половина уходит туда. Это у них остается для себя ниже прожиточного минимума. Мы к ним все время ходим, они нас выручают в трудной ситуации. Обычно мы в Кизмир едем к нашим молодым врачам, они ничего не понимают. У меня бронхит уже, они отправляют бронхит проверять в Ижевск, назначают такие лекарства, которые были написаны ранее. То есть прочитают и записывают. А мы лучше вот к нашим идем, и они уже нас всех знают, назначают, вот это вот сделай, и все нормально у нас. Они незаменимые, да, ведь в любой ситуации мы к ним обращаемся. Поэтому очень бы хотелось, чтобы эта ставка сохранилась за Людмилой Ильиничной. Она очень добрая, всегда-всегда старается помочь. И среди ночи приходит. А если только одну оставить, то ей придется пока с Нового Мултана добираться до Короленко. Это сколько времени пройдет? За это время человек и умереть успеет. Разве 8 тысяч не найдется денег в районе, в бюджете района? Вот хотелось бы, вот, чтобы дальше-то он решился вопрос. А то вот пройдет, как в прошлом году у нас все-таки внутри района мы решили этот вопрос, ее оставили. Только из-за того, что они уже ставили, что мы ведь дальше пойдем, пенсионеры жаловаться будут в Госсовет. Ладно, оставили и почитали. Маленькие дети, ведь еще есть у нас грудные, тут дети есть, они тоже обслуживания требуют медицинского. А сейчас прошло какое-то время, опять уже за 2 месяца до увольнения ее предупредили. И знаете, в какой она в стрессовом состоянии работает сейчас? Знает уже, что дальше куда ей деваться. У нас ведь работы другой нет, другой больницы нет. Это значит, надо с семьей куда-то выезжать. Здесь работы для нее нет. И вот хотелось бы, чтобы не временно ее оставили, а вот как-то вот, чтобы законом утвердить. Мы находимся в деревне Короленко Кизнерского района. Недалеко, в нескольких километрах, находится еще одна деревня, Новый Мултан. Так вот, в деревне Короленко есть фельдшерско-акушерский пункт, который может скоро остаться без медицинского персонала. Дело в том, что с 18 мая планируется сократить ставку медсестры, в результате чего люди могут остаться без элементарной первичной помощи. Невозможно будет сделать укол, невозможно будет назначить таблетки, невозможно будет помочь в трудную минуту. Мы приехали сюда по просьбе, по жалобам многих граждан, которые официально обратились ко мне как депутату Госсовета. Мы провели с ними собрание, еще раз увидели, что действительно проблема очень острая. И я, как депутат Госсовета, как руководитель партии «Справедливая Россия» в республике, буду бороться за то, чтобы эту ставку сохранили, чтобы 2 деревни остались с персоналом медицинским и чтобы они могли получить помощь в местном фельдшерско-акушерском пункте. Я думаю, что у нас все получится и будем следить за этой ситуацией.